Приветствую! Вы смотрите культурный дайджест новостей за январь из Москвы. Мы расскажем вам о самых интересных событиях, которые произошли в столице, и, конечно, они связаны с Якутией. Начнем с сенсации. Фильм якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых попал в номинанты на «Оскар». Такого еще не было никогда. Документальная короткометражка «Выход» рассказывает о биологе, который каждый год приезжает на Чукотку, чтобы наблюдать за массовой миграцией моржей. Соперничают за награду с нашими ребятами 3 американские ленты и 1 индийская. Мы встретились с режиссером еще до окончательного определения 5 главных номинантов на «Оскар». Так, давайте же узнаем, о чем это кино. 43-й день наблюдений. Моржи пришли ослабленные и уставшие. Главный герой фильма «Выход» — это ученый Максим Чакелев, который по несколько месяцев в году живет на берегу Чукотского моря, изучает моржей и следит, как меняется экологическая ситуация в Арктике. Режиссеры картины брат и сестра Евгения и Максим Арбугаевы познакомились с героем по счастливой случайности и в итоге 3 месяца провели с ним в экспедиции. Есть такая тема, когда не ты находишь идею фильма или проекта, или героя, а герой сам тебя находит, или там идея тебя сама находит. И тут, наверное, произошла вот эта магия того, что все соединилось, все встретились, да, вот на Чукотском, на побережье Чукотского моря. Герой видел фильм, ему очень фильм понравился, и для нас это очень приятно. И весь мир сейчас познакомился с ним, с его работой. И у него очень важная работа, которая дает понимание касаемо климата, касаемо животных. Фильм уже выиграл несколько престижных наград на международных и российских фестивалях. Именно поэтому из 98 лучших док-проектов в мире он попал в список из 15 картин, которые выбрало жюри «Оскара». 24 января этот топ сократится еще до 5 лент, которые и попадут в основную номинацию – лучший короткометражный документальный фильм. Но оказаться даже в шорт-листе «Оскара» – это уже большое достижение. Когда я еще учился в Авгике, когда был студентом, для меня это была мечта. Да, это как для, не знаю, маленького спортсмена попасть на Олимпийские игры. И вот когда это все произошло, для меня это было такое... Я вспомнил все свои вот эти мечты, и долгое время я не понимал, что это реальность. Картина идет 25 минут, ее уже можно посмотреть бесплатно в интернете. Но автор надеется, что скоро самостоятельно презентует ее в кинотеатре в Якутске с обязательным обсуждением после просмотра. Продолжаем новости кино. В январе в Москве стартовал широкий прокат фильма «Молодость» якутского режиссера Дмитрия Давыдова. Лента рассказывает о 40-летнем Васе, который спустя 20 лет скитаний возвращается в родную деревню. Его главное намерение – наверстать упущенное, вернуть беспечную молодость. Но такое спонтанное появление друзьям детства не по нраву. На первый взгляд легкая комедия рассказывается зрителям как глубокая драма, где смысл картины – не терять время. В фильме использована музыка группы «Харды», которая и вдохновила режиссера на создание этой истории. Картину снимали в Амге 2 года назад. Не помешали и холода. Температура воздуха иногда опускалась до минус 62 градусов. Главную роль сыграл артист Сахатеатра Альберт Алексеев. Действительно было интересно смотреть. Была полная погруженность. Понравилась некая искренность артистов. В хорошем смысле это восхищает. Комедия, чем печальная история, потому что фильм про жизнь, в общем. Я видел в этом фильме обычных людей, обычную жизнь, которую повседневно вижу в Якутии и тут. Вначале, да, там будут смеяться, как-то веселиться, но потом в конце, я надеюсь, что они уловят вообще смысл и глубинный смысл фильма. Будут премьерные показы в Петербурге, в Новосибирске, в Екатеринбурге и там в других городах. И вот с 19 января у нас по всей России будет прокат. Буквально на следующей неделе у нас будет скандинавская премьера Финляндии, дальше у нас Турция. И снова о кинематографе. В Москве состоялись показы нового фильма Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана». Уже стартовал и прокат. В столице презентовали картину сама режиссер, также продюсеры, сценаристы. Драма основана на реальных событиях, сделана в жанре роуд-муви.
Это история о дружбе художника и этнографа Ивана Попова со Степаном Бересиковым, время от времени впадающим в летаргический сон, появилась в сотрудничестве с российскими кинопроизводителями. Вторым сценаристом выступила Юлия Клименко, а сопродюсером Иван Болотников. Работа над фильмом шла 3 года и была посвящена 100-летию Якутской АССР. Напомним, фильм Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана» уже стал победителем первого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний» в декабре 2022 года в Москве. Также фильм покажут на кинофестивале в Индии. Есть интерес к фильму. Это связано еще с тем, что вот в наше время, конечно, излома, такое, да, очень серьезное. Вот, видимо, такое кино необходимо, потому что оно несет огромный позитивный заряд. В конце января музыкант из Якутии Алексей Слепцов подарил москвичам концерт фортепианной музыки. На исторической площадке в Третьяковском зале библиотеки Боголюбова он выступил с программой «От барокко к романтизму». Концерт якутянина посетила и моя коллега Айсена Бурнашова. Все подробности в ее материале. Доменико Скарлатти – яркий представитель эпохи барокко. Именно его произведения и открыли программу концерта. Алексей смог передать всю прелесть, вместе с тем и сложность сонат, мелодичные переливы и двуголосие нот. Со Скарлатти эпоху барокко представляет и Георг Фридрих Гендель. Якутянин сыграл музыку этих композиторов и поделился историями их жизни. Они приятели, но они были и соперниками. Они витали в свое время, состязались. Это был не конкурс, это было, так сказать, раз на раз. Победителя дуэль не выявила. Это концерт-лекция, то есть перед каждым исполнением, перед каждым композитором я буду делать маленькие комментарии по стилю, по жанрам, по эпохе, чтобы подготовить слушателей. Концерт не обошел стороной Шопена и раннего Скрябина, видных композиторов эпохи романтизма. В их музыке энергия, страсть и свобода слились воедино. Столько жизни в каждой ноте. И в такой многогранной звуковой палитре слушатели нашли главное – гармонию. Я всегда хожу на фортепианную музыку, потому что она меня успокаивает, она меня на хороший лад перестраивает, потому что время, вы сами понимаете, очень тяжелое. Это очень хороший музыкант, но не раскрученный. И любого музыканта надо представлять, поэтому он ничуть не хуже, очень хорошо его характеризовал. Следующее выступление музыканта состоится в апреле этого года в консерватории имени Чайковского в Москве. В Рахманиновском зале Алексей представит музыку уже якутских композиторов. В Москве открылась выставка народного художника России Василия Нестеренко, посвященная Арктике и Антарктиде. В своих работах мастер отражает не просто красоту заснеженных земель, но еще и мужество, доблесть их первооткрывателей. Здесь можно увидеть вулканы и ущелья Камчатки, легендарную землю Санникова, тундру Новой Земли и, конечно, природу Якутии. На эти полотна автора вдохновили путешествия. Вот уже 15 лет раз в год художник отправляется в творческую экспедицию рисовать с натуры. Либо на Камчатку, либо на Курил, либо в Якутию, либо в Арктику, на Новую Землю, на Алтай и так далее. То есть это совершенно удивительные места. И вот этот флер севера настолько необычно, прекрасно, и можно все забыть. Танцы с красным чемоданом, трюки сбитые, летающие матрасы. Это все про новый спектакль студентов Театрального института имени Бориса Щукина под названием «Вечный сон». В постановке принимают участие и юные якутяне, которые учатся в легендарном вузе по целевой программе от Министерства культуры Республики. После выпуска они станут частью труппы Русского драмтеатра в Якутске. Это знаменитый Театральный институт имени Бориса Щукина. И мало кто знает, что сюда может попасть каждый, как зритель, конечно. Ежедневно здесь идут спектакли. Сегодня, например, «Вечные сны». И в нем задействованы ребята из Якутии, которые здесь учатся.
На сцене студенты 3-го курса. У каждого свой номер. Спектакль – это их экзаменационная работа. В руках молодых людей буквально оживают предметы. У зрителей шок, удивление, восторг. И действительно, трудно представить, что в драматическом танце партнером может стать чемодан. Матрасы летают, а коробка способна превратиться в настоящее чудо. Причем все истории рассказываются без слов. Ведь это пластический спектакль. Артист должен очень мобильно и, так сказать, убедительно существовать в очень разных средах. А откуда родится этот рефлекс? Разве он есть у нас автоматически? Да, он есть, если мы каждый день, замечательно, начинаем репетировать, и там года на 3. Но в профессиональной жизни такого не бывает. И в данном случае мы в нашем институте даем ребятам рефлексы, технологические рефлексы, присваивать к себе среду путем сознательного волевого усилия. На 3-м курсе 5 якутян, которые учатся в знаменитом институте по целевой программе. 3 из них в этот вечер на сцене. У Димы Окорокова сложнейший номер сбитый. Маша Карнышева буквально порхает над сценой на столе. А Настя Аверина вместе с партнером устроила настоящий мини-спектакль на металлической конструкции и произвела фурор. Первый раз выйти на большую сцену и оказаться 1 на 1 со зрителем. Я, конечно, играю со своим партнером, но все равно, когда ты чувствуешь вот эти аплодисменты, когда подходят зрители после спектакля и говорят «спасибо», такие эмоции. И вот ради этого, наверное, и стоит вообще в театр идти. Предметы для этюдов студенты выбирали сами. Работа над спектаклем велась полгода, и он получился настолько удачным, что попал в постоянный репертуар студенческого театра. Увидеть вечные сны можно каждые 2 недели. В Москве стартовал фестиваль «Снег и лед». 30 лучших мастеров со всей России представили свои творения изо льда на площадке парка Музеон. Главная тема в этом году – достояние России. Это и культурные памятники, как восстановленный храм Василия Блаженного, так и природные достопримечательности. Например, гости фестиваля могут оценить гейзеры Камчатки, обитателей Байкала или жителей Заполярья. Правда, погода внесла свои коррективы. Московский дождь и солнце испортили ледовую экспозицию, которую мастера решили восстановить. В этом году на фестивале нет якутских команд, но о нашей республике организаторы не забывают. Вы знаете, что якуты — это кунг-фу по льду. Это одни из крутейших скульпторов, они в Якутии находятся. Вот. Такие, которые прям тонкие-тонкие работы делают. Я ими восхищаюсь все время. Есть нюансы в Москве, для работы в Москве. Здесь невозможно подгонять блоки так же просто, как их подгоняют на севере. Потому что перепады температур тут надо учитывать, и поэтому прям на этапе подготовки здесь надо потрудиться значительно сильнее, чем на севере. На этом у меня все. Это был культурный дайджест из Москвы. До новых премьер и новых встреч!